Всем доброго спортивного утра. Если вы все-таки решили заняться борьбой на поясах, то советую вам хорошенько подумать. Борьба на поясах – один из самых древних видов единоборств. Известна она была еще в Средневековье. Главное отличие этой борьбы от других видов – спортсмены борются, держа друг друга за пояс. Или еще правильнее будет сказать «за кушак». Как правильно завязывать пояс, нам расскажет вице-президент Федерации борьбы на поясах Московской области Максим Лысенко. Ну, пояс – это кусок материи, которая сложена, то есть квадратная материя, которая сложена вот таким вот образом, образует пояс. Поэтому очень мягкая, не травмирует руки и очень плотная. Значит, пояс завязывается таким вот образом. На уровне груди один кулак от груди. На ком завязывает, он один кулак берет, пояс, вот, возьми. Один кулак, значит, делается узел. Чтобы понять, как можно бороться на таких поясах, нужно просто попробовать. С мастером спорта тягаться трудно, если честно. Это бросок-раскрутка, непередаваемое ощущение. Бросок через бедро, тоже очень круто. В средние века это типичный элемент военно-физической подготовки кочевников. В ходе таких древних тренировок воины учились тому, как в случае необходимости можно было с легкостью стащить с седла удирающего противника. Можно сказать, что борьба на поясах, она такая самая древняя борьба, ну если не считать греко-римскую. Да, есть одна из версий, что были раньше войны на лошадях, и для того, чтобы стащить всадника, нужно было его схватить за пояс, и в этом они на земле тренировались, вот именно в борьбе на поясах. Вот. Но также есть разные народы, где не было этого, направленности этой, и просто они, исходя из того, в чем ходили, зато и как бы и брались, и боролись. Борьба на поясах – это отличный инструмент для самообороны. Для того, чтобы обезопасить себя на улице, достаточно изучить всего несколько приемов. Недооценивают этот вид борьбы как элемент самообороны, потому что не бьются руками, не бьются ногами, ну и нету разных там, ну руки там захвачены. Но с другой стороны, ведь зимой, например, у всех есть плащи, там, пояса, там, куртки, у всех есть джинсы, все носят брюки, и когда-то все равно придется сталкиваться с тем, что надо будет завалить его. В нашей стране, в Москве, в Московской области доступно заниматься этим видом? Конечно, доступно. Вот в Балашихе активно развивается. Мы представляем Федерацию Московской области борьбы на поясах, и мы планируем сейчас, в связи с тем, что получаем аккредитацию, и у нас появилась возможность проводить в спортзале и встречи, и открытые ковры. Стоят занятия совсем недорого. Например, в Балашихе побороться на поясах в месяц в среднем стоит около 1000 рублей. То есть любой человек с нуля может прийти и начать заниматься этим видом спорта. Детишки маленькие, соответственно, могут прийти и получить базовые навыки борьбы и также общей физической подготовки. Вот такая она борьба на поясах. Ну а завтра, следующим утром, уже о другой борьбе. Все будьте здоровы и занимайтесь спортом. Вам это обязательно пригодится.